Ковид-госпитали постепенно сворачивают по всей стране. Там, где эпидемиологическая ситуация позволяет, стационары возвращают к работе по профилю. Одно из таких – ковидное отделение ИРКБ. Бригада скорой помощи уже не привозит сюда новых пациентов с коронавирусом или подозрением на инфекцию. Сейчас здесь остаются те, кто поступил ранее, а это 67 больных и 4 человека в реанимации. С начала пандемии в больнице развернули 150 коек. У нас остаются более 70-80 коек, которые не задействованы, то есть на них не поступили больные. В связи с этим, в соответствии с приказом Министерства здравоохранения Республики Ингушетия, мы закрываем свои койки, оставляем 10 коек провизорных, то есть те койки, которые, если поступают больные, которых надо проводить дифференциальную диагностику, есть ли ковид или нет. Поэтому для госпитализации таких больных мы оставляем 10 коек. Остальные все койки, то есть переводятся в Назрановскую районную больницу. Вакцины, ограничительные меры в виде масок и перчаток, ежедневные рейды. Благодаря совместным усилиям новые случаи COVID-19 постепенно идут на снижение. Но говорить об улучшении эпидситуации еще рано. Однако в течение прошлой недели число новых случаев не превышало 50 в день. Основной, наверное, все же фактор – это то, что мы в праздничные дни были изолированы, выждали практически 2 недели. Дети находились тоже дома. То есть у нас не было организованных детей. Вы знаете, что у нас дети в основном они не заболевают, но они разносчики инфекции. Я думаю, это поспособствовало тому, что у нас потихонечку пошло на спад. Но вы понимаете, у нас спад идет не только в нашей республике, а во многих регионах. Вторым фактором, наверное, является то, что у нас амбулаторное лечение усилилось. У нас бесплатно раздаются препараты тем больным, которые находятся на амбулаторном лечении, то есть на дому. В 2020-м на закупку таких лекарств регионам страны выделили около 8 миллиардов рублей и более 2,5 миллиардов в январе этого года. Эти средства позволят обеспечить препаратами до 350 тысяч больных. К слову, количество исследований на COVID-19 за все время в республике перевалило отметку в 100 тысяч, а подтвержденных случаев заболевания более 14 тысяч. У нас активно идет выявляемость, то есть мы более чем 200 исследований на 100 тысяч человек нашего населения проводим ежедневно. То есть у нас круглосуточно работают лаборатории. Это тоже имеет значение. Если у нас, например, в декабре выявляемость заболеваемости была около 50-70, то сейчас это снизилось до 30. После выписки последнего пациента проверку на ковид придется пройти уже самой больнице. Каждую палату медики продезинфицируют сначала вручную, а затем включат распылитель с раствором. После чего помещение должно простоять 8 часов. И только потом профильное отделение сможет принять своих пациентов. В целом по России есть рост заболеваний нековидных. И летальность от нековидных заболеваний, не связанных с ковидом, увеличилась. Поэтому для того, чтобы оказать больным специализированную медицинскую помощь хирургического профиля, терапевтического профиля, неврологического и других профилей, республиканская больница будет как раз для приема всех этих больных, которые нуждаются в лечении в республике. Отделение хоть и возвращается в обыденный режим работы, однако борьба за жизнь и здоровье пациентов продолжается. Хава Гагиева, Магомед Белакиев, Новости 24.